Всем привет! Я Алена Алексеева, и это канал Алексеева Лайф. Ну что, господа, лед тронулся. Кто-то сходит с ума, кто-то уже сошел с ума, а кому-то это только предстоит. Ну, конечно, все крутится вокруг коронавируса. Коронавирус с утра до вечера. Что мы имеем на сегодняшний день? Ничего не понятно на сегодняшний день. Сколько заболевших? 39 было в ЧНД, или все-таки 1000, или все-таки 3500? Почему «Газпром» ничего не делает? Почему руководство молчит по поводу того, что «Газпром» ничего не делает? Ну вот скажите, у кого утро начинается иначе? Вот вы заходите в WhatsApp, и что там в чате вашего дома? Кто? У нас новая красная цифра, у нас 2 новых синих цифры. И начинается перекличка, да, кто в какой квартире, какие симптомы, что происходит, а что теперь делать, людям непонятно вообще. Ну, действительно, для чего сделан этот сайт? Он для того, чтобы сказать, мы такая инновационная республика, теперь люди как бы мониторят, и они теперь такие дисциплинированные стали, что ли? Нет, они стали просто нервные. Что мне должна сказать красная цифра? Что я должна сидеть в квартире вообще безвылазно? Или если мне, допустим, нужно сходить за хлебом, я что должна сделать? Как вообще должно меняться мое поведение? Помыть что? Подъезд, стены рядом с квартирой? Или я должна контролировать управляющую компанию, которая должна какое-то энное количество раз помыть мой подъезд? Что это означает? Для чего этот сайт с этими цифрами? Взять, допустим, мой дом. Каждый день появляется новое количество синих кругляшков, по-моему, 2-3 красных уже на сегодняшний день. Жизнь в доме от этого не меняется, то есть, ничего не изменилось. Как мне воспринимать эту информацию? Для чего вообще использовать? Ну окей, хорошо не выходить. Да, действительно, там же могут еще и задержать меня, да, на улице, что вот почему это я гуляю или почему-то я езжу. А, собственно говоря, на каком основании? На каком основании вообще происходят вот эти задержания? В рамках текущей действующей Конституции этого нет, да, что человека можно остановить его свободное передвижение. И вы в курсе, что люди, которые исполняют эти задания, на самом деле испытывают жуткий дискомфорт. Вот им прям неприятно этим заниматься. По моим сведениям, большинство ППСников, они вообще, кстати говоря, отказываются это делать, потому что им неудобно останавливать людей и выписывать им штраф. Ну да, есть еще Росгвардия, которая ту же самую функцию выполняет. Полиция, видимо, чуть больше включает мыслительный процесс. Не всякое задание принимает к исполнению. Настолько, что люди даже готовы просто заявление написать об уходе, если действительно их будут каким-то образом напрягать за невыполнение плана. Потому что им неудобно подходить к бабушкам и говорить, а что вы, бабушка, тут ходите, да, а куда вы пошли? Я в аптеку пошла, или там я за хлебом пошла, да, и что вы, на тебе штраф. А кто этой бабушке, в принципе, дал какие-то средства для того, чтобы она сидела спокойно дома и, как говорится, пережидала этот период? Людей-то как бы на улице меньше же не становится. Вы посмотрите все вот эти хозяйственные магазины. Вот специально каждое утро из окна смотрю на один филиал сети. Парковка полная. Магазин забит. У нас открываются гипермаркеты продуктовые. Там прям толпы людей. Людям хочется вкусно кушать, да? Ну что еще делать дома в самоизоляции? Ну только поесть. А потом говорят, ну сидите вы дома, что же вы ходите? Да все ходят и ходят, и ходят, и ходят. Да, а что делать-то? Людям деньги нужны, им нужно что-то купить, что-то оплатить. В любом случае людям необходимы средства. В итоге у меня вопрос к руководству. Все-таки страшная у нас ситуация или не страшная? Мы все-таки выправляемся или все очень плохо и на шашлыки ехать нельзя? А насколько нужно серьезно и сосредоточенно сидеть дома? Может, это все-таки вообще режим ЧС? И если Путин предоставил право руководителям регионов, республик самостоятельно выбирать режим, то, может быть, у нас настолько все страшно, что необходимо действительно какой-то серьезный режим вести. Мы же богатая республика, мы же можем себе позволить обеспечивать экономически население в период ЧС. Или все-таки не можем? Или опять же, что происходит? Зачем мы тогда штрафуем людей? Да? То есть мы штрафуем, потому что прям страшно-страшно, ой-ой-ой, надо сидеть дома. А давайте тогда действительно введем ЧС. Давайте все жестко будем сидеть дома и ни по каким хозмаркетам не таскаться. И пускай нас богатая республика обеспечивает. Но мы же можем себе это позволить, правильно? Хотя, если на шашлыки нельзя, почему на охоту можно? Как-то вот этот пазл вообще не могу сложить, не получается. Опубликовала у себя в сторис информацию о том, что федеральный центр распределяет средства для поддержания малого и среднего бизнеса. Республике перепало там что-то около 29 миллионов рублей. Тут же мне Минпред написал в директ о том, что, во-первых, средства мы еще не получили, они еще до регионов не дошли. Первым делом подумала, что это вот прям будут просто деньги на поддержку малого и среднего бизнеса. Оказалось, не совсем так. Это деньги на поручительство, да, то есть для бизнеса, который
планируют в дальнейшем получить льготный кредит. И это как бы означает, что не каждый, естественно, представитель МСП сможет получить эти деньги. Во-первых, надо еще дожить, я имею в виду прям физически, этому бизнесу нужно дожить до того момента, когда эти деньги поступят в регион. Ну, их в первую очередь, конечно, возмутило, что я вообще раньше времени взяла да опубликовала. Ну, как раньше времени? Это, в принципе, информация из открытых источников. Пускай люди знают, что, в принципе, такая мера ожидается. Хотя, ну, несложно представить, конечно, какой бизнес получит эти деньги. Ну, какие-нибудь, наверное, алкомаркеты, которые скажут, да, мы просели, нам очень плохо, очень тяжело, вот наши доходы тогда, и вот наши доходы теперь, видите, как плохо, люди совсем перестали пить. Просто возьмите, пожалуйста, на вооружение вот эту часть этого выпуска, да, как вопросы от населения. Что людям непонятно? На какие вопросы они хотят получить четкую, прозрачную информацию? Потому что отсутствие информации рождает всевозможные теории, и 5G, и теории там всемирного заговора, и комитет 300. У людей уже перегруз информационный, они уже ничего не хотят. Ни количество красных и синих точек в доме, они просто перестают даже верить в сам коронавирус. Есть четкая, понятная информация, есть четкое следование рекомендациям, исходящим от руководства республики. Нету четкой, понятной информации, ну и нету, соответственно, следования. Все. Что самое парадоксальное, обычным людям на улицу без пропуска нельзя выйти. А у нас есть необычные, видимо, люди, которые могут собираться толпами под флагом республики, большой толпой проехаться или пройтись и обязательно сфотографироваться. Или те, кто являются водителями автомобилей Алион и Премио. Судя по фотографиям, никакой дистанции в 1,5 или 2 метра между людьми не было. У меня для вас лайфхак. Если вас останавливают на улице и просят предъявить пропуск, достаете флаг республики. Если это не помогает, вы говорите, ну, я из Усть-Имсю. Если даже в этом случае продолжают настаивать на предъявлении пропуска, ну, тогда вы достаете ключ, на котором брелок с шильдиком Алион, ну, или в лучшем случае фотография на фоне этих машин. И вы свободны. Кстати, о ЧНД. Есть у нас такой общественный деятель, ну, как сказать общественный деятель, народный контролер от «Единой России», которого назначил на эту высокую должность Айсен Сергеевич Николаев буквально зимой. И перлы, которые выдает на публику, ну это просто что-то с чем-то. С вашего позволения я, пожалуй, процитирую классика, но вы уж меня извините. Лексика и орфография, что называется, авторская. Чаендинских мудаков надо водометами и газом наказать. Нефиг голос подымать. И этот человек в команде руководителя республики. Как долго такие фрики будут в команде? Избы горят, кони все скачут, коронавирус кругом. Ну и в это напряженное время, в этот тяжелый период активизировались кто? Ну, конечно же, мошенники. Те, которые нацелены украсть наши деньги, наши кровно нажитые. Первая категория нацелена на пожилое население. Но те, которые доверчиво сообщают пин-коды, номер карты по телефону, когда звонят и говорят о том, что вот, Путин выделяет средства в период борьбы с коронавирусом, вам положено столько-то средств, назовите номер вашей карты и пин-код, мы вам сейчас отправим. И они доверчиво все сообщают и теряют свои средства, естественно. Обязательно предупредите всех своих знакомых, которые потенциально могут попасть в эту категорию, о том, что так делать категорически нельзя. Вторая категория – это молодежь, это школьники. Те, которые в данный момент увлечены или тех, кого в данный момент упорно завлекают делать ставки. В чем суть? Вот сейчас, когда весь такой, ну, скажем, активный зрелищный спорт ушел в тень на арене, да, ставок появился киберспорт. Киберспорт – это, естественно, уже такая среда обитания молодежи, школьников, студентов. В этой ситуации, конечно, у меня опять же претензия к блогерам. Почему вы позволяете себе такого рода рекламу? Этот паренек 17 лет заработал свой первый миллион. Самый чуть капердачи не ховал. Моя подруга Сардан, 18 лет, не работает, не учится, стипендий нету, родители денег не просят, и она зарабатывает кэш. У нее доход около 51 тысячи рублей. Зачем вы втягиваете молодежь в этот период? Это деньги, скорее всего, родителей. И нередко это ворованные у родителей деньги. У меня были обращения
обращение за консультацией как раз по такого рода случаям. Когда ребенок просто ворует деньги, сдает в ломбард вещи, продает все имущество, которое в доме находится, и идет делать ставки, потому что это затягивает. Ты заходишь, может, там, я не знаю, с какими-то копейками, 250-500 рублей сначала, но это азарт. Дети уже не видят другого способа заработать, кроме как сделать ставки. Это же так легко, это так легко и небрежно. Зачем вы это делаете? Много вы заработали на этой рекламе? Мне тоже регулярно поступали предложения, немалые деньги предлагали, но вот принципиально я просто считаю, что если вам важна ваша аудитория, если вам важна ваша репутация, вы никогда в жизни не возьметесь рекламировать такого рода деятельность. Это горе в семье. Мало нам горя в семье в виде родителей алкоголиков, да? Так зачем нам еще и дети лудоманы? Вы вообще что делаете? Остановитесь. Ну, а к вам, люди, обращаясь, я хочу сказать, что если у вашего блогера вдруг мелькнула или появилась такого рода реклама, вот просто смело отписывайтесь. Потому что этот блогер вообще плевать на вас хотел. Он продал ваше доверие, он продал ваше внимание, он продал вас. После последнего выпуска мне очень много людей написали сообщения в Инстаграм. Многие из этих сообщений выложены в актуальном, вы до сих пор можете их прочитать. Но они будут всегда. Я просто решила оставить эти истории как пример того, что именно не должно происходить в наших жизнях, в наших семьях. Страшные истории, очень тяжелые истории. Многие просто невозможно без слез читать. Я действительно вот в какой-то момент мне просто ничего не приходило в голову. У меня был вакуум полный. Это дичайшие просто истории. Ну, кто не читал, можете заглянуть, посмотреть. И вот что бы я хотела сказать в свете происходящего. Один раз ударит, сделает это повторно. Поэтому не нужно вам, дорогие женщины, ну или мужчины, испытывать судьбу. Второй раз может оказаться смертельным. И всякие отговорки, я живу с ним из-за ребенка, пускай у ребенка будет отец, на самом деле здесь вообще совершенно неуместны. Потому что здесь у вас должен срабатывать тот же принцип, который необходим по технике безопасности в самолете. Сначала надеваете маску на себя, потом на ребенка. Поэтому вы сначала должны спасти свою жизнь, и тогда жизнь и счастье вашего ребенка тоже вы же и обеспечите. Очень много страшных историй, когда так называемые домашние бытовые разборки заканчивались тем, что отец убивал мать. Матери нету, все. Отец в тюрьму, а ребенок куда? В детдом, в интернат. Какое его будущее ждет? Это ради этого он оставался в этой семье, вот при этом отце. Подумайте обязательно об этом. И вам просто нужно в голове держать вот эту вот идею, что действительно сделал один раз, делает второй раз. Если вы позволили поступить с собой так вот повторно 2-3 раза, человек просто поймет, что это нормально, это работает. Так с этим человеком можно общаться. Вы понимаете, почему в принципе люди даже начинают рассуждать о том, что это кому-то может быть даже нравится? Потому что сами тираны себе таким образом это объясняют и такую информацию запускают в общество, что ей так нравится, никому это не нравится. Каждая жертва должна обязательно продумать для себя план, так сказать, да, план ухода, план отхода. Никогда не козырять тем, что я разведусь, я уйду от тебя, да, мы расходимся или еще что-то такое, потому что это всегда воспринимается как вызов. Тиран всегда такую фразу воспринимает как объявленную войну. И в данном случае он, конечно, хочет уничтожить противника. Поэтому никогда не надо козырять или пугать тирана тем, что вы от него уходите или уйдете, или придете собирать вещи, и, там, завтра я приду и соберу вещи и уйду от тебя, наконец. Вот этих фраз вообще ни в коем случае говорить нельзя. Все необходимо делать тихо, обдуманно и аккуратно. Но уходить от таких людей однозначно нужно. Здесь просто даже никаких вариантов не может быть. Вы этого не заслужили. Вы не виноваты. Такое поведение – это исключительно выбор тирана. Это исключительно его желание. И вы совсем ничего не сделали для того, чтобы он себя так вел. Запомните это. Да, возможно, сложно сразу вот так взять и стереть все то хорошее, что было в прошлом, да, все эти ухаживания, эти букеты цветов с мольбами о прощении. Но, кстати говоря, вот действительно, пришел даже с букетом, вот не принимать.
Все. Как минимум, даже просто дети, которые видят вот такую модель взаимоотношений, они это дальше будут транслировать. И это зло никогда не прекратится. Остановите его на себе. И это вам говорю не я, это говорят сухие цифры статистики. Ежегодно очень большое количество женщин попадает в тюрьму. 80% женщин, которые сидят в колониях, это те, которые оборонялись от домашнего тирана. Ежегодно очень много тысяч женщин умирает. Ежегодно очень много женщин калечится. Ну не пополняйте, пожалуйста, статистику. С вами была Алена Алексеева. Меня смотрят думающие люди.